Следила не то, что вся страна, весь мир. Сложные испытания уже позади. Героев Кыргызстана сегодня встречают дома. Париждегі Олимпиада ойындарында грек-рим күреші бойынша қола медальдың иесі. С самого раннего утра на Старой площади Бишкека стали собираться кыргызстанцы с цветами и флагами в руках. Они пришли сюда, чтобы встретить членов Олимпийской сборной Кыргызстана, вернувшихся с 33-х летних Олимпийских игр в Париже. Гүлді обязательно қырғыздың сүйменшілігі болған сүйікті біздің сыймықты қызыбыз, батыр қызыбыз Айсулу Тыныбековаға тапсырам. Следили, да, за Олимпиадой, очень трепетно болели с сыном. Сегодня вот пришли поддержать наших спортсменов. Вот так вот. За кого болел? За Ирлана, практически за всех. Доволен нашими победами? Да. Вперед, Кыргызстан! И молодцы, показали результат. Мы здесь с ребятами пришли, наших ребят поддержать, встретить, сказать хорошие, добрые слова им. Участие в церемонии чествования членов Олимпийской сборной принял президент Кыргызстана. Наши чемпионы на Парижской Олимпиаде написали новую историю Кыргызстана, уверен Садыр Джапаров. По соотношению количества медалей к числу участников Кыргызстан занял первое место среди остальных стран. Этот показатель не просто статистика. От имени миллионов болельщиков и всех граждан Кыргызстана выражаю глубокую благодарность каждому из наших олимпийцев. Ваши достижения наполняют сердце вашего народа гордостью, укрепляют любовь к родине и усиливают национальное единство. Достижение такого успеха Кыргызстана – это результат стратегического подхода государства, которое придает первостепенное значение здоровью и нравственности нации. Мы видим физическое воспитание и спорт как ключевые элементы общественного развития. На торжественной церемонии президент вручил спортсменам награды. Борец Ирназар Акматалиев, пловцы Денис Петрашов, Елизавета Печорских, легкоатлетка Сардана Трофимова, дзюдоисты Эрлан Шеров, Купанычбек Айбек Улу получили от президента по 500 тысяч сомов и автомобилей «Шевролет» местной сборки. По 1 миллиону сомов и автомобилю получили борцы Амантур Исмаилов, Бекзат Алмаз Улу, Айпери Медет Кызы и Аял Лазарев. Получившие бронзовые медали Джаламан Шершенбеков, Акджол Махмудов, Узур Джусубеков и Айсулу Тыныбекова получили автомобили Kia и по 7 миллионов сомов. Серебряные медалисты, борец Мэрим Джуманазарова и боксер Мунарбек Сиитбек Улу получили автомобили Kia и по 10 миллионов сомов. Награды от президента также получили тренеры спортсменов. Олимпийские игры – это не просто международное соревнование. Здесь государства соревнуются за звание ведущей спортивной державы в мире. Для знающих и понимающих, достойное представление своей страны на этих играх и попадание в число лидеров – это национальная честь и национальная гордость. Поэтому вы, успешно выполняя возложенные на вас задачи, доказали, что спортивные традиции в Кыргызстане крепки, что в нашей стране по-прежнему есть молодые люди, способные удивить мир, что кыргызский спорт обладает огромным потенциалом. Сборная Кыргызстана на Парижской Олимпиаде действительно создала новую главу в истории кыргызского спорта. Впервые за всю историю участия нашей страны в играх у нас серебро в боксе. Медаль завоевал Мунарбек Сиитбек Улу. На родине его встречали как героя.
Узур Джусубеков и Жаламан Шаршенбеков завоевали бронзовые медали по борьбе греко-римского стиля. Свою историю сотворили и наши борцы Акжол Махмудов, Мээрим Джуманазарова и Айсулу Тыныбекова. Они дважды подряд стали призерами Олимпийских игр и продемонстрировали готовность кыргызских спортсменов идти до конца. Перед самой Олимпиадой Айсулу получила серьезную травму, порвала связки. Но это не помешало ей вернуться домой с бронзой. Будет ли бороться в будущем за золото, спортсменка пока не знает. Буквально перед Олимпиадой я получила травму. Разорвались боковые связки на ноге. С этой травмой я смогла выиграть бронзовую медаль. Никаких мыслей на тот момент не было. Была только благодарность. В настоящее время говорить об участии в предстоящих Олимпийских играх рано. Мне нужно отдохнуть, и после я приму решение относительно дальнейших моих действий. Превосходный результат на этой Олимпиаде показала Мээрим Джуманазарова. Она раз за разом одерживала победы над очень именитыми и титулованными соперницами из Монголии, Японии, Нигерии. В итоге на родину Мээрим вернулась с серебром. При этом на предыдущей летней Олимпиаде в Токио она завоевала бронзовую медаль. Ал жагдан деген утулдум деп өкүнөсүң да, утулсаң деле бирок Кудайга шүгүр колуңда күмүш бар. Утулуп кайра алтынга жетпей калганыңа өкүнөсүң ортосунда. Аны спортсмендер эле гана түшүнсө керек. Свои рекорды и у наших пловцов. Впервые в истории кыргызстанский спортсмен выступил в полуфинале Олимпиады на дистанции 200 метров. К тому же Денис Петрашов стал единственным представителем среднеазиатского региона в этом полуфинале. А пловчиха Елизавета Печорских стала первой в своей группе на дистанции 50 метров. Как правило, после Олимпиады власти начинают обращать больше внимания на те виды спорта, в которых наши участники показали наилучшие результаты. Так, после серебра Айсулу Тыныбековой в 2021 году началось строительство зала для женской борьбы. Сейчас же после медали Мунарбека директор департамента спорта, физкультуры при Минкультуры анонсировал строительство Академии бокса. Екатерина Такамбаева, Мухтар Умурбек, ТВ 15.